Место встречи очень символично. Башня Согласия сегодня не только принимает своих туристов, но и выступает площадкой проведения круглого стола. В этом зале, оформленном в стиле средневекового народного суда Мехкхел, участники мероприятия обсуждают тему, волнующую всех ингушей – как сохранить и передать последующим поколениям архитектурные комплексы региона. В горах Ингушетии под государственной охраной уже 2659 объектов культурного наследия. В среднем ежегодно выявляется более 300 памятников. Постановка объектов культурного наследия в установленном порядке на государственную охрану является приоритетной задачей управления культурным наследием. Это связано с тем, что при отсутствии нормативного правового акта об отнесении объекта к памятникам истории культуры отсутствуют правовые основания для привлечения лиц, причинивших вред памятнику, к ответственности. За последние 20 лет в Джерахско-Асинском музее-заповеднике было сохранено более 160 памятников. Чаще всего проекты по реставрации башен финансируют местные жители. И здесь, как и в медицине, главное – не навредить. Мы сейчас очень часто можем наблюдать, что каждый тейп хочет там отреставрировать свои башни, внести свою лепту, но тут нужно понимать, что имеем ли мы на это право. Одно дело законсервировать их, а другое дело, когда мы начинаем свою лепту туда внести, эта башня теряет свой первозданный вид, понимая свою ценность. Надо понимать, что даже небольшой камушек, который упал от этой башни, он гораздо ценнее, чем те миллионы, которые будут туда вкладывать. За этим столом сегодня представители парламента, Минфина республики, археологи и историки. Собравшиеся пришли к мнению о том, что в вопросе сохранения истории государству и народу необходимо объединиться. Должна быть инициатива государства с участием 3 сторон. Это, если будет такая программа, можно будет привлекать и более, так скажем, серьезные федеральные средства в рамках этой программы, обращаться в федеральный центр, чтобы они участвовали в этой программе. То есть это федеральные средства, это средства республики и, конечно, средства частных инвесторов. Вокруг сохранения и изучения этих памятников накопилось очень много проблем. Это знают многие в нашем обществе. И очень хорошо, что многие представители нашего общества, тейпов, фамилий, постоянно там держат руку на пульсе, предлагают свои в том числе услуги, свои какие-то там усилия для того, чтобы сохранить и изучить свой объект культурного наследия, связанный с их фамилией. Ну и наши государственные органы также в свою очередь инициируют различные нормативно-правовые акты, формируют программы по сохранению культурного наследия. Круглый стол проходил в преддверии Дня ингушских башен. Праздник был учрежден главой республики прошлым летом и в этом году будет отмечаться впервые. Это еще одна возможность привлечь внимание к истории Ингушетии. Зарема Ивлоева, Рамзан Зурабов, Новости 24.